Столица Туркменистана – город Ашхабад. За годы независимости этот город изменился до неузнаваемости. Сегодня он уже практически не имеет ничего общего с Ашхабадом 20-летней давности. Когда смотришь на столицу Туркмении сверху, бросается в глаза обилие зелени и небольшая высота домов. Малоэтажность ашхабадских домов связана с сейсмическими условиями местности. Специальные испытания помогают строителям найти оптимальные решения. Здания должны выстоять при самых сильных подземных толчках, даже таких, которые в 1948 году превратили Ашхабад в груду развалин. Во второй половине 90-х годов некогда советский город с типовой застройкой начинает вдруг обрастать диковинными монументами, дворцами, фонтанами, зданиями министерств, элитными домами и другими грандиозными постройками с замысловатой архитектурой. Причем по распоряжению первого президента страны Сапармурата Ниязова наружная отделка зданий производилась исключительно дорогостоящим белым мрамором, ставшим своеобразной визитной карточкой современного Ашхабада. С приходом к власти нового президента Гурбангулы Бердымухамедова строительная политика Ашхабада не изменилась. Мраморная застройка города не только не замедлилась, а даже ускорилась. Впоследствии, в мае 2013 года, Ашхабад попал в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим числом беломраморных зданий. Сегодня не проходит и месяца, чтобы местные туркменские медиа не сообщили о начале или завершении очередной грандиозной стройки. Однако, когда первое впечатление от всех этих сюрреалистических пейзажей проходит, в голове возникают несколько вопросов. Сколько все это стоит, для чего все это нужно и кто за это платит? Ответить на все эти вопросы нам сегодня поможет наш постоянный зритель из Туркменистана, пожелавший остаться анонимным. Его королевское величество, бесподобный король Джулиан XIII, самопровозглашенный властелин лемуров, ура! Какая разница, сколько стоит? Рубль больше, рубль меньше. Наш хорматлы президент денег для народа не жалеет, а люди в эпоху могущества и счастья не должны думать о деньгах. Я так считаю. Действительно. А если серьезно, то короткий ответ на вопрос «сколько?» – много. Очень много. Сколько точно, никто не знает. В официальных туркменских новостях, рапортуя об очередных архитектурных премьерах, почему-то всегда забывают упомянуть, во сколько обошлось строительство того или иного объекта. Официальные строительные бюджеты и сметы засекречены. Некоторые примерные расценки мы можем узнать только из зарубежных СМИ. Например, самое большое в мире колесо обозрения в парке Алем обошлось туркменской казне в $90 миллионов. Новый телецентр стоил $450 миллионов. За Олимпийский городок, который строится в Ашхабаде, власти выложили $2 миллиарда. Самым же дорогим проектом, когда-либо построенным в Туркменистане, может считаться новый аэропорт в Ашхабаде. За него Туркменистан заплатит $2,2 миллиарда США. И это только самая малая часть всех затрат на строительство. Во сколько обошлись туркменскому налогоплательщику все строительные проекты, построенные за 20 лет независимости, можно только предполагать. Как это зачем? Наш хорматлы президент развивает образование, медицину, туризм, космический центр, поэтому много строит, я так считаю. Любые траты из госбюджета должны быть оправданы, так же как и любая стройка должна быть целесообразна и рациональна. Теоретически. Порой создается ощущение, что наш хорматлы президент
пытаются решить все проблемы страны исключительно строительством чего-нибудь мраморного. Например, проблемы образования у нас решаются строительством новых школ с мультимедийными классами. Проблемы со здравоохранением можно запросто решить, построив мраморные больницы. Олимпийский городок должен помочь туркменским спортсменам выйти, наконец, на мировой уровень и завоевать хотя бы одну олимпийскую награду. А пятизвездочные отели и казино в Авазе обязательно привлекут в Туркменистан массу туристов. Но подобных решений проблем в стране проводится уже столько, что порой президент уже и сам забывает, что он строит и зачем. «20 лет и много миллиардов долларов спустя в Туркменистане все еще остается масса проблем, которые все никак не решаются, независимо от того, сколько фонтанов и монументов было построено. В новых, современных школах все еще не хватает квалифицированных учителей, а ремонт классов все так же проводится за счет учеников. В новых больницах не хватает врачей, а люди предпочитают лечиться в Иране, Турции и даже в Таиланде. Несмотря на новые стадионы, наши спортсмены запомнились на Олимпиаде в Лондоне лишь одними из худших результатов, а наш судья был с позором изгнан за предвзятое судейство. Туристы по-прежнему не могут въехать в страну из-за сложностей с получением туркменской визы, которая занимает до полугода. И никакие пятизвездочные отели, казино и яхт-клубы помочь здесь, к сожалению, не могут. Да и не интересны туристам наши шикарные гостиницы. Они приезжают к нам, чтобы посмотреть на древние развалины Нисы и Мерва, а не на современный глянцевый мрамор. Как это кто платит? Я плачу. Я хочу сказать, наш хорматлы президент за все платит. Я так считаю. И все бы ничего, если бы деньги на бесполезные стройки выделялись какими-то частными лицами или организациями. В этом случае, если проект оказывается нерентабельным, то пострадает лишь бюджет незадачливой фирмы. В нашем же случае все деньги выделяются из государственного бюджета Туркменистана. Бюджет, в свою очередь, пополняется за счет налогов, которые платят жители страны, и за счет продажи туркменского газа. Природные ресурсы, кстати, согласно Конституции, принадлежат государству, то есть никто не вправе их присвоить и распоряжаться на свое усмотрение, даже президент. Получается, что именно на деньги обычных людей строится все это мраморное великолепие. При всем при этом, однако, обычных людей почему-то всегда забывают спросить, как бы они хотели потратить все эти деньги. Может быть, было бы лучше строить стадионы поскромнее, а на оставшиеся деньги платить спортсменам хорошие зарплаты и нанимать для них высококлассных тренеров из-за рубежа. Вместо того, чтобы платить Дженнифер Лопес $1 миллион за выступление в Авазе, на эти деньги можно было бы отправить несколько десятков молодых туркменских музыкантов учиться в самые престижные консерватории мира. Вместо того, чтобы строить очередной фонтан, можно было привести, наконец, в порядок уже сгнившие водопроводные трубы, которые стабильно прорывают несколько раз в сезон. Отлично. Нет на земле другой такой хорошей эта страна, чем как наша. Благодаря нашему уважаемому президенту. В развитых странах Европы каждый год составляется подробный бюджетный план с указанием, сколько и на что будет потрачено. Эти бюджетные планы состоят из сотен страниц и доступны для всех желающих. В бюджете Туркменистана все намного проще. Он состоит из 2 строчек – доход, расход. За счет чего мы получаем прибыль, куда уходят деньги и каким образом формируется бюджет, абсолютно непонятно. $2 миллиона непонятно. Что интересно, теоретически независимый от президента Меджлис Туркменистана из года в год единогласно одобряет подобный бюджет. Но о Меджлисе мы уже говорили в предыдущем выпуске. Я так считаю, что вы нам просто завидуете, потому что у нас люди живут в элитных домах и много зарабатывают. Скорее, сострадаем. Даже если все элитные дома в Туркменистане и построены по мировым стандартам,
то средняя заработная плата вполне себе находится на уровне стран третьего мира. И неудивительно, что в видеороликах о мраморных красотах на улицах практически нет людей. Мало кто может позволить себе жить в таких домах. Сегодня столица стала похожа скорее на музей архитектуры, нежели на жилой город. Снаружи все богато, а вот реальная жизнь туркменистанцев несколько отличается от привычных мраморных картинок. Тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Не забывайте также заходить на наш сайт «Хроника Туркменистана», где вы можете найти эксклюзивные новости о нашей родине. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!